милосердие Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжко, уж очень близкие от меня. Вы простите, род и ближний человек, меня грешного помяните, отхожу от вас, пока не навек, еще не один разок. А зовут меня, вы знаете, как Николай. Вот молитесь. Как хорошо. Спасибо. Хорошо. Да. Остров святой любви праведного старца Николая. Один инок просил Царицу Небесную указать, кто ныне на земле подвязается в меру древних отцов, и есть ли подвижники, угодившие Богу. В молитве Матерь Божия открыла ему. Там, на острове, живет человек гигантской силы духа, и он особенно дорог Господу, потому что он из последних времен. В нем все вы можете увидеть драгоценные проявления нашей веры и высочайшей любви Христовой, что сейчас так редко. Старец Николай так безмерно любит Христа и ближних, что ничто не может отвлечь его от любви Божией. Господь уже признает высшую святость этого старца, и нет пока на пути ко Господу ему равного. По Божьему промыслу приближается время отхода отца Николая в обитель Божию, и нет на этой грешной земле человека, который бы не нуждался в его святом благословении при жизни. Когда батюшке исполнилось 40 лет, Господь призывал его душу, найдя ее совершенной и готовой для блаженства. Ему были показаны рай и бездны ада. Старец, узрев души осужденных грешников, взмолился: «Господи, как спасти их?» Только живущий на земле человек может спасти их молитвой, сказал Господь. Тогда батюшка стал умолять Господа вернуть его на землю. Авва Николай всегда имел перед очами память смертную. Не забывай о твоем исходе, и не будет в твоей душе греха, учил праведник. Я давно готов, говорил старец, мне грешно уже оставаться здесь. Меня там ждут мои родные, царь и императрица, батюшка Иоанн Кронштадтский, Иларион Гдовский, мамушка ждет. Он часто повторял: я скоро улечу на крыльях, они у меня огромные, сильные, долечу вмиг, и дома буду молиться за всех вас. Когда блаженную старицу Анастасию Псковскую вопросили о батюшке Николае, о его дарованиях, она перекрестилась и тихо пропела божественную литургию, открыв тем самым его
духовный подвиг, непрестанная молитва и служение пред престолом Божьим за весь наш грешный мир. время облачения старца Господь прославил его, подобно святому Александру Невскому, взявшему при отпевании разрешительную молитву из рук священника. Когда батюшки поднесли на престольный крест и Евангелие, дабы вложить их в руки, он приоткрыл кисть правой руки и сам взял крест, свидетельствуя, что смерти нет, а есть вечная жизнь во Христе. Левую руку старец приоткрыл, дабы в нее вложили святое Евангелие. Свидетелями сего чуда были несколько человек, стоящих у гроба.
С самого детства старец Николай был избранным сосудом благодати Божией и избранником Царицы Небесной. Еще маленьким ребенком, говорил он, я горячо привязался к Церкви Божией, служителям ее, и эта любовь во мне осталась на всю жизнь. Я прислуживал в алтаре, читал, пел на клиросе, вместе с батюшкой ходил по домам и пел молебны. Священномученик, митрополит Вениамин Петроградский, духовный отец старца, часто бывал в храме, где прислуживал батюшка. Однажды владыка обнял, поцеловал батюшку и сказал: «Какой ты счастливец, что с Господом!» И пророчески возложил на перси 8-летнему отроку святительский крест. Крест архиерея старец Николай пронес благоговейно и мужественно сквозь всю свою жизнь и предстал пред Господом со святительским крестом в руках. Мы веруем, несомненно, что русская церковь и весь мир обрели еще одного молитвенника в небесном царстве святых и праведников. «Я с детства монах, — говорил старец, — никого, кроме Господа, не знал и не искал. Ведь это награда от Господа, монашество, призвание Божие. Крест старчества, который возложил на батюшку Николая Господь, был очень велик и тяжел, и понести его можно было лишь будучи укрепленным монашеским ангельским чином. Его сердце вмещало страдания и тяготы всей церкви. Само отпевание и прощание с батюшкой было уже его прославлением. К рукам батюшки, голове его, прикладывались не только для последнего целования, но с верой и упованием на его небесное предстательство. Много вас пришло.